вас. Во всех школах России в этот день начинается учебный год, и все повторяется. Уроки и перемены, контрольные и экзамены. Менә тагын җәйләр узды, һәм сагынып көтеп алган 1 сентябрь белем бәйрәме килеп җитте. Бу көнне һәрберебез дулкынланып, шатланып каршы алыр. Беренче тапкыр мәктәпкә баручы да, өлкән сыйныфларда укучылар да, әти-әниләр дә. Балаларны да, өлкәннәрне дә шушы көтеп алынган ямьле бәйрәм белән тәбрик итәбез. В этот день все дороги ведут к школе. Нарядные ученики, взволнованные родители и учителя. И мы приветствуем вас на торжественной линейке, посвященной началу 2019-2020 учебного года. Наша большая школьная семья очень дружная и гостеприимная. Мы гордимся своей школой и чтим ее обычаи и традиции. И вот сейчас, по традиции, мы предоставляем слово для поздравления директору школы Насибуллину Ахсану Анисовичу. Рөхсәт итегез сезне белем бәйрәме белән, уку башлану белән, бәйрәме белән чын күңелдән тәбрик итәргә. Менә әле күптән түгел генә каникул үтеп китте, җәйге каникуллар. Балалар дәртләнеп укырга килде, белем учагына ашыктылар. Аларга инде теләсе килә, тырышлык, белемгә омтылу. Укытучыларга теләсе килә инде тазалык, шушы җаваплы эшләрендә уңышлар, иҗади уңышлар. Әти-әниләргә инде сабырлык теләп каласы килә. Яңа уку елы белән сезне, хөрмәтле иптәшләр. Рөхсәт итегез, безнең тантанада катнашучы иптәшләргә таныштырып китәргә инде. Представляю начальник управления Главы Республики Башкортостан по работе с обращением приема граждан Попов Алексей Геннадьевич. Добрый день, дорогие школьники, родители, учителя. Позвольте от имени временно исполняющего обязанности главы Республики Башкортостан Радия Фаридовича Кабирова поздравить вас всех с новым учебным годом, с этим удивительным праздником День знаний и пожелать всем успехов и добра. Дорогие первоклассники, сегодня вы герои этого праздника, поэтому будьте любознательными и послушными. Дорогие выпускники, пусть последний учебный год в этих стенах будет для вас ярким и незабываемым. Учителям хочу пожелать здоровья, терпения и, конечно, взаимопонимания с учащимися. Ну а родителям терпения, терпения и еще раз терпения. Пусть новый учебный год будет добрым и успешным для всех. С праздником всех! Разрешите вручить почетные грамоты администрации муниципального района Илюшевский район Республики Башкортостан. Администрация муниципального района Илюшевский район Республики Башкортостан награждает Мустафину Сумбуль Шапну, ученицу 8 класса средней образовательной школы села Дюмеева, за отличные успехи в учебе и активное участие в районных и республиканских олимпиадах и конкурсах. Администрация муниципального района Илюшевский район Республики Башкортостан награждает Габдрахимова Ленара Ильдаровича, ученика 5 класса средней образовательной школы села Дюмеева, за отличные успехи в учебе и активное участие в общественной и творческой жизни школы. Администрация муниципального района Илюшевский район Республики Башкортостан награждает Юсупову Лиану Вильдановну, ученицу 5 класса средней образовательной школы села Дюмеева, за отличные успехи в учебе и активное участие в районных и республиканских конкурсах. Администрация муниципального района Илюшевский район Республики Башкортостан награждает Мустафина Альмира Ильшановича, ученика 8 класса
средней образовательной школы села Дюмеева за активное участие и достигнутые успехи в районах, республиканских олимпиадах и конкурсах. Құттықтау үшін сөзіне береміз район хакимияты басшылығы Мустафин Илдар Иршатұлына. Действительно, сегодня замечательный день. День знаний. В этот день во всех школах нашего района, республики, да и страны в целом, все школы открывают двери. Сегодня начинается первый день учебного года 19-20 годов. Учебный год начинается с новшествами, которые сегодня идут в целом по республике Башкортостан. Учиться мы будем 5 дней. Кроме того, большие объемы учебного процесса будут идти уже направленные с Республики Башкортостан. Это и требования по языкам, требования к математике, требования к физике по отдельным предметам. Кроме того, мы готовимся в перспективе сдавать несколько предметов ЕГЭ. Это и история, это и английский язык. Кроме того, у нас будет единое меню в целом по республике. В один день мы будем все республики кушать одни и те же блюда. Это дополнительный контроль как со стороны Министерства образования и правительства к питанию школьников, но и дополнительная нагрузка учительскому коллективу и техническому персоналу, чтобы было хорошее питание. С другой стороны, все эти новшества, думаю, пойдут в плюс, потому что мы со стороны района музыкальную школу, дом детского творчества, все спортивные школы, дополнительно будем направлять сельские школы, тренеров, художественных руководителей, чтобы они приезжали и готовили дополнительно наших детей. Кроме того, в выходные дни, субботу, воскресенье, все эти школы в селе Верхнеаркеево и филиалах будут дополнительно работать целый день. Ну и другой у нас повод есть в этой школе встречаться. Я хотел бы поблагодарить сегодня сыновей Анвара Абдуллинича и всех вас, потому что мы, благодаря тем инициативам, которые у нас были, двум нашим школам, именно здесь, в Дюмеево, открываем памятную доску и дополнительно делаем все усилия, чтобы эта школа указом главы республики от сегодняшнего дня будет носить название плюсом Героя Советского Союза Анвара Абдуллинича Абдуллина. И вторая школа Героя социалистического труда в селе Ябалаково Тимирхан Сафуановича Назмиева. Если вы позволите, я бы хотел с большим удовольствием прочитать биографию, трудовой и боевой путь Анвара Абдуллинича Абдуллина. Анвар Абдуллинич Абдуллин родился 5 июня 1917 года в селе Стародюмеево Лишевского района в крестьянской семье. В 17-летнем возрасте окончил Дарликановское фабрико-заводское училище. Обучался в кооперативном техникуме в городе Уфа. После окончания техникума работал помощником мастера в Узбекском маслосырзаводе. В советскую армию призван Тюмазинским райвоенкоматом в 1939 году. Служил в 57-й танковой дивизии в Монгольской Народной Республике. На фронте Великой Отечественной войны с июля 1941 года воевал на Карельском, Сталинградском, Западном, Третьем Белорусском фронтах. Также принял участие в обороне Киева, в боях за Москву и Сталинград. В 1943 году вступил в Коммунистическую партию Советского Союза. В 1944 году и в 1945 годах участвовал в белорусской, прибалтийской, восточно-прусских наступательных операциях. За время войны был 4-жды ранен. Конец войны встретил в Восточной Пруссии. Несколько слов хотел бы рассказать именно про подвиг. Командир орудия 1-го дивизиона 846-го артполка 277-й стрелковой дивизии старший сержант Анвар Абдуллин отличился 21 августа 1944 года в бою в деревне возле Клепта, близ города Каунас. По сегодняшнему географическому расположению это Литва.
На огневую позицию батареи двигалось 16 танков, 25 бронетранспортеров и до полка пехоты противника. Анвар Абдуллин открыл огонь по вражеским танкам. Головной танк, объятый пламенем, остановился. Остальные стали обходить батарею с флангов, угрожая ей окружением. Анвар Абдуллин, повернув орудие в тыл, вел огонь по танкам, а расчет, заняв круговую оборону, отражал атаку пехоты противника из личного оружия. Подбит второй танк. Анвар Абдуллин вновь разворачивает орудие и бьет прямой наводкой по пехоте врага, находящейся в 300-500 метрах от них. Гитлеровцы откатываются на исходные позиции, оставив в поле боя танки, бронетранспортеры и убитыми более 200 солдат. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года старшему сержанту Анвару Абдуллиновичу Абдуллину присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медалей «Золотая звезда» и ордена Ленина. Позвольте мне еще несколько слов добавить про дальнейшую жизнь Анвара Абдуллиновича. В августе 1945 года участвовал в советско-японской войне в частях армии Первого Дальневосточного фронта. Воевал в Маньчжурии. После окончания войны в июле 1946 года вернулся в Башкирию. С 1948 по 1959 годы работал по партийной линии в Буздякском, Кармаскалинском районах при ЦК КПСС. В 1960 году Анвар Абдуллин закончил высшую партийную школу при ЦК КПСС. В том же году работал секретарем Советского районного комитета партии. С 1959 года вплоть до ухода на пенсию в 1986 году работал на Уфимском заводе резиново-технических изделий имени Фрунзе. В 1963 году был назначен начальником цеха, а в 1970 году заместителем директора, а затем работал в штабе гражданской обороны завода. Награжден орденом Ленина, Октябрьской революции, Отечественной войны первой и второй степени, Красной звезды и медалями. Хотел бы отдельно перечислить награды. Прежде всего, Герой Советского Союза от 24 марта 1945 года. Медаль «Золотая звезда», орден Ленина, орден Октябрьской революции, орден Отечественной войны первой степени, орден Отечественной войны второй степени, орден Красной звезды, медали Советского Союза, это за отвагу, медаль за оборону Сталинграда, почетная грамота Республики Башкортостан. Сегодня, я считаю, мы делаем ту самую малую долю уважения и память о нашем герое, уроженце села Дюмеева, вашем земляке, который именно ходил по этим улицам, родился здесь, пил эту воду, вместе с отцом и матерью работали на этой земле. И, безусловно, музей, сегодня то, что мы будем открывать памятную доску, мы хотим весной поставить здесь бюст, привезти артиллерийское орудие. Оно как показательно и как символ героя. Хотелось бы, чтобы оно стояло рядом со школой. Ваш земляк Рабис Салихович изъявил желание здесь сделать памятник именно во дворе школы. Думаю, будет прекрасное олицетворение подвига и нашего героя близ нашей школы, который, соответственно, будет носить имя героя Абдуллина Анвара Абдуллиновича. Прежде всего, хотел поблагодарить именно школу за организацию. Хотел поблагодарить детей, сыновей за участие, потому что ежегодно вы участвуете на наших мероприятиях, рассказываете про отца, про вашу семью, участвуете в наших спортивных мероприятиях, которые проходят в канун 9 мая. Думаю, что сейчас будем мы с вами чаще встречаться, чаще рассказывать, и вечная ему память. Память школы, память деревни и память нашего района. Огромное спасибо. Всех с вами.
Я младший сын, правда, младшему сыну уже 65, но младший сын вашего земляка, Анвара Абдуловича Абдуллина. Зовут меня Наиль Анварович Абдуллин. По специальности я врач-травматолог, ортопед. Правда, уже отдыхаю 2 года. После института я 9 лет отработал хирургом в соседнем районе, мною любимом в Дюртюлинском районе, в городе Дюртюли, тогда еще поселке. Но всегда любил эту землю. Не часто, но бывали мы здесь с отцом, в этой деревне. На вашей пасеке были, речка, окрестности, на Сабантуе бывали. Да и вообще, когда работал в Дюртюлях, как-то любил я Илишевцев, Илишский район. Ну, что сказать про отца, мы здесь не первый раз. Ну, одно единственное могу сказать, что это был очень скромный человек. Мы, по-моему, даже говорили об этом, чтобы он когда-нибудь, ну, вот бывали ситуации, очередь в магазине, там, да, как знаете, там, права ветеранам, там, участникам войны, там, без очереди, вот такие вот вещи. Ну, по предъявлению документов. Так вот, отец, там 500 человек стояло в очередь, он бы ни за что не достал свою книжку героя, ни за что не воспользовался какими-то льготами. Ну вот в этом он был весь. И как так получилось, мы с братом пошли по его стопам, но в части вот именно простоты, скромности, не отрывались от людей, хотя вроде бы врачи, но здесь есть вот такая характерная черта, все-таки в сельских местностях, ну, врачи, когда мы работали, были как-то так, уважаемые люди. Ну, соответственно, мы вот, делились в своей работе, ну, своим сердцем, своей простотой, были запросто доступны. Но я-то был, скажем, просто хирургом, а вот брат у меня, он главный врач Бирской больницы, ну, ему всегда дорога была открыта. Ну, то есть это вот, хочу сказать, та самая главная черта человека, это простота, открытость, бесхитростность какая-то. Вот это отличало как-то папу. Мама у нас такая была. Ну, что хочется сказать в день знаний. Это наша любимая школа, будем так говорить. Восхищаемся, в каком она состоянии подходит к очередному учебному году. Все блестит, все прямо ну, как в новом доме, который с удовольствием принимает свои любимые первоклаши. Скоро будет провожать выпускников. Вот. Хотелось бы пожелать, чтобы школа была, а вот еще для нас просто удивительное событие, то, что в школе присваивают имя нашего отца. Ну, немножко пафосно скажу, но мы бы очень хотели, чтобы ребята, которые поступают в эту школу, учатся в ней, выходят из нее, ну, как-то держали в памяти, что вот они учились в школе имени героя. Нам это очень приятно, очень благодарны руководству района, республики, что не забывая все-таки, это как-то греет сердце. Ну и детишкам просто хочется сказать, хорошей вам учебы, прекрасных оценок, хорошего поведения. Эта школа не может выпустить плохих людей.
здесь, по-моему, должны начинаться и продолжать быть человеки с большой буквы. Ну, вот, Сегодня во всей России, республике проходят вот такие собрания по поводу начала учебного года. Но не каждая школа может, конечно, гордиться, что в ней учились такие люди, в частности, герои Советского Союза. Поэтому особая школа, особое к ней отношение, спасибо, это чувствуется, и поддержка, и сопровождение школы блестящее. Я вот смотрю, к сожалению, всего 5 первоклассников. Так, да, получилось? А? Двое, ну вот 5, тем более двое, да. Ну, будем считать, надеяться, будем, что через несколько лет их станет, ну, в 2-3 раза больше. Ну, и больше должно быть, конечно, учеников. Так хочется, чтобы все-таки вот так получилось, а не наоборот. Был очень подробный рассказ о судьбе отца, я могу только добавить. Да, 4 ранения, у него была еще тяжелая контузия, значит, от которой он страдал, конечно, но не подавал виду. У него очень часто были головные боли, он садился, ни таблетки, ни уколы, его, что говорится, не брали, просто терпел, скрипел зубами, вот это уже последствия войны. Значит, ну, не секрет, что раньше в деревне, конечно, формировалось здоровое физическое поколение. Вот Шекмарович сказал, что службу он начинал в Монголии. В Монголии ученики и учителя прекрасно знают резкий континентальный климат. Он не любил рассказывать, но иногда так мог 2 слова сказать. Вот когда начинали служить, значит, вот их привезли. Чистая, значит, пустынная местность, степь, да? Они обустраивали быт со станции 2,5 километра на сене, на себе шпал, чтобы обустроить место жительства, то есть палатки были все. Вот днем до 30, до 40 градусов жары, столько же, но со знаком минус ночью. То есть насколько надо было быть физически здоровыми, чтобы вот такое переносить. Поэтому ребята, которые сейчас живут в деревне, вы поменьше с гаджетами общайтесь, побольше работайте. Вот отец очень любил, он всегда говорил, не бойтесь труда, работайте больше, и все будет нормально. Поэтому больше работайте, больше на воздухе надо быть. И будете такими же здоровыми, как наши. Ему здоровье, конечно, несмотря на такую тяжелую судьбу, испытания, все-таки он прожил 85 лет. Это очень хорошо. Ну, желаю уважаемым учителям, дорогим ребятам, успешного учебного года. Удачи! Спасибо! Bizim daha bir приятный моментlar, бұл жағы сайында біздің тәрбиешіміз Мұхытбен ve Әкилер Мұхаммеддің қызы лайықты yolға кетті. Рұқсат етіңіз, Әкилер Мұхаммеддің лайықты yolға кетуі өтінен шын күнінен тәбірік етерге. Онда отырмышығызда сәлемәтлік, тазалық, бәхетлер, ұмытларына матур тәрбиелерге өзіңіз көп тырыш етіп, тыйнақ етіп, сабыр етіп. Шын көңілден сізден тәбірік етеміз. Рұқсат етсеңіз міндәтсіз. Yaştagi bolalar gruppasi kollektivini zo'r rahmat aytasim keladi. Rahmat barizga, zo'rladingiz, zo'r rahmat. Bek sevindim. Rahmat. İşinizde, sizni shu bayram bilan bayram qutlayman. İşinizde uğuşlar, oila eminligi, işingiz bek qotlovli, og'ir, bek ko'p. Kuchli tarbiyaga sizga uğuşlar. Gına bilip kalan. Okuşlarga indi yaxşı okup, dökülü işlerle okuyup, attestatlar yaxşı alıp, çin kişiler bu izgülerini bilip kalan.
әтенилерге сабырлық түзімлік. Балалар бақшасы коллективсінің тезагеннаны балалар шаға кетелер. Сипили вы нас учили, помогали и любили, благодарим мы за все труды вот на лицо. Выхожу на пенсию, вам грустить нельзя, присылаю весело с пользой для себя. За тепло, заботу и внимание мы вас от души благодарим, вашу доброту и понимание навсегда мы сердце сохраним. Bugün bilen bayram günü mektepke ilteyular. Доброе утро, осеннее утро. Встретило нас у знакомых ворот. Нарядный, цветами, веселый, довольный, собрался на праздник весь школьный народ. İsenli mektep, isenli, biz seni sağlanıp bittik. Sentябрь ayı jitkende tüdün sizlenip gittik. Mine bugün sen hoş ol. Esüklerini açıp, biz nıkla bilim alırız, dert kişiler tıratafır. Ulu yılga sıkmak başı, zor turmuş baskışı sen. Sırlı bilim dünyasına birden bir aşkışı sen. Ушлагандай балконлар, dur kilometre aldı, şat savaşlar, kimler koydan, өткерген yolun. Пришел сентябрь долгожданный, для школьников особенно желанный, ведь школа вновь распахивает двери с любовью и с особенным доверием. Кіші гүмірі мәктеп юлаша, мұңлы бір жыр кебек сузыла, білім сұқмақларын яра-яра, келешекке таба yol ала. Укырға барасы кәнне, мен бик зорығып күттім. Шуңа күрә мәктәпкә дә бірінші килеп җиттем. Кыңгырау да сағылғандыр, мұң сарылған теленә, парта артына шақыра, әйдәп білім иленә. Школьники нарядные, красивые, в школу первый день они идут. Будет первый звонок, будет первый урок,
Укытучым, безнең йөрәктә син тормышка сөю уяттың, күңелемдә тулы яктылык, әйтерсең лә яңа таң атты. Мы знаем, что мудрость, терпение, опыт в любых обстоятельствах жизни помогут. У вас мы учились и будем учиться, и обещаем примерно трудиться. Якты яздай матур бу бәйрәмдә, кабатсызны күргән чагында, күңелемне сабый бала иткән, хисләр кабатланды тагында. Мы приветствуем самых добрых, Самых отзывчивых, самых понимающих, самых справедливых Наших дорогих учителей! Укытучы, мәктәп бөйекесез, күңелемдә яшы, янәше, мәктәбем дип әйткән чакта телем, йөрәк укытучым дип эндәшәм. Кояш нуры сипкән кебек, яктыртасың бары юлымны. Акыл көчен өстәп хисләреңә, өләшәсең йөрәк җылымны. Укытучым, телем биреп, һәр чакларга әйлисең, күңелләрнең күңелләргә, җирләр белән бәйлисең. Укытучым, телем биреп, һәр чакларга әйлисең, күңелләрнең күңелләргә, җирләр белән бәйлисең. Синең күзләреңдә, ихласлык синең җаныңда. Кояш тирәсендә йөргәндәй, укучылар һәрчак янында. Укытучым, телем биреп, һәр чакларга әйлисең, күңелләрнең күңелләргә, җирләр белән бәйлисең. Укытучым, телем биреп, һәр чакларга әйлисең, күңелләрнең күңелләргә, җирләр белән бәйлисең. Хәзер саф йөрәкле укытучым, зур хөрмәткә лаек кеше син. Акыл өстәп алар күңеленнән, безгә үрнәк булып яшисең. Укытучым, телем биреп, һәр чакларга әйлисең, күңелләрнең күңелләргә, җирләр белән бәйлисең. Укытучым, телем биреп, һәр чакларга әйлисең, күңелләрнең күңелләргә, җирләр белән бәйлисең. Күңелләрнең күңелләргә, җирләр белән бәйлисең. Һәр чакларга әйлисең. Наступает торжественная и волнующая минута на нашем празднике. Ведь сейчас сюда войдут те, кто пришел в первый раз в первый класс. Давайте их поприветствуем и пригласим на наш праздник. Исәнмесез безнең яни дуслар, хуш киләсез, рәхим итегез, кулга тотып белем ачкычларын. Әйдәгез, түрдән итегез. Быйыл Төмен мәктәбенә ике нәни дустыбыз укырга керә. Бадретдинов Рамил, Гилманов Айваз. Әйдәгез әле аларга да сүзне бирик. Рәмил Шәһәрәтләр. Культурланлап буйлап вакыйбыз буланы, һәм кеше безне күреп кабап коллап тукланып. Һәр
әти-әнилерге сөз береміз. Рахмет етіңіз. Hürmetli əti-ənilər, kelgan qonaqlar, oxucular, oxucular, rəsəd sizə bilim günü bilən təbrik edirəm. Оқушыларға тырышып оқырға, оқытушыларны тыңларга, әйнде беренче классларга килгәндә югары класска укучы абый апаларыннан үрнәк алырга, тырышып оқырга, язарга, укырга өйрәнергә. Укытучыларга сәламәтлек, сабырлык, җиңел булмаган эшләрендә уңышлар телибез. Яңа уку елы гел уңышлар гына алып килсен. Hozir endi mana shu bizning simvolistik ochqich, bu ochqich endi g'adigina ochqich tug'il, tılsımli ochqich. Bu endi bilim iline kirar turgan, bilim ilini ocha turgan ochqich. Rusoyatdagi shuni ochqichni hozir birinchi klass yigitlarına deb aytaman endi, ular hali o'quvchilar topshiriqda o'tirib keyin tırışıp o'qirga, әти-әниләргә ярдәмче булырга, ярамлап тырышып торган o'qirga, сәламәт булырга, ок юллар сезгә теләйбез o'qучылар. Хәерле юл сезгә. Nənni qızlarım, mən sizə mutlu sələmətli, tırışlıq diləyim. Həm indi bizim məktəbə kirgan hər bir oxuşuğa mana şunday tılsımlı kitab verərlər. Onun ismi Alifba. Siz şu kitab bilan bilim iline səyahətə kirişsiz. Şu kitabni tırışıb oxusanız, var müxaliflərini də bilirsiniz, oxuruğa da öyrənirsiniz. Tılış, oqıllı kişilər olub üsərsiz. Uğuşlar sizə. Мы поздравляем вас с новым учебным годом. Желаем вас всего самого наилучшего. Огромное спасибо, великолепная организация. Всем, наверное, очень понравилось. И в завершении хотел бы я пригласить, прежде всего, сыновей Андрара Булиновича, главу сельского поселения Алексей Геннадьевич, вас для открытия торжественной доски показать вам нашего героя, нашу памятную доску. И, конечно же, мы возле вот этого цветка, Алла Берса, наверное, постараемся к концу учебного года, чтобы стоял бюст. И привести, расширить наш школьный музей совместными усилиями. Приглашаю вас к доске.